Нередко дачники вспоминают о ландшафтном дизайне весной. Более того, хотят еще успеть что-то посадить. Но лучшее время для многих работ – это именно осень. Да что ты говоришь, Лиза? Ты уже пообщалась с экспертами, и вот одна из причин, весной эти работы, на самом деле, очень дорогие, потому что, спрос большой, это правда, взлетают цены на саженцы, об этом и не только. В общем-то, мы сейчас поговорим с нашими постоянными экспертами, гостями студии. Давай представим. Вячеслав Кузнецов, кандидат технических наук, директор научно-внедренческого предприятия «Башенком». И давайте я представлю, это Минсулу Хасанова, заведующая лабораторией физиологии растений, инженер-биотехнолог. Вот такие у нас замечательные гости. Доброе утро. Доброе утро. Так, давайте, у вас замечательный инфоповод, по которому мы должны проговорить, и без этого никак. Вот конференция большая планируется, расскажите про нее, кто там будет, у нас уже прошла конференция питомниководов, там 155 человек было со всей России, еще плюс Белоруссия, и Москва, и Санкт-Петербург, и Казань, и Екатеринбург, в общем, с самых разных краев люди приехали, профессионалы. Потрясающая была, конечно, конференция, люди были тоже удивлены, потому что мы провели неформально, то есть у нас было и теория, и практика, и показы, и кормили их пищей, которая супер полезная, супер вкусная, потому что все это сами вырастили. Да, вот. с природными биопрепаратами. Это фитоспорин, кормильцы микориза, потрясающе. Такие отзывы. А как же пришла идея создать эту конференцию? Но мы начали испытания с нашими препаратами по линии Продикор. Мы назвали линию Продикор, наш набор биопрепаратов. Это в Казани, это центр, можно сказать, питомниководства. Там вот такой известный человек Мурзов есть, Александр Мурзов, который руководит всеми питомниками России, Ассоциация России. И мы просто взяли, дали им препарат, они так холодно смотрели, испытывают. А вдруг оказалось, 2-3 раза у нас мощнее растения получились. Они были потрясены. И вот организовали быстро эту конференцию. Потом конференция еще зимой будет с питомниководами. Хотят даже книжки писать, так ведь, да. Минсулу? Вот Минсулу непосредственно опыты закладывала. Она тоже потрясена вместе с нами и с ними. Потому что это был риск отправить в другую республику, который критически смотрит на достижения Башкортостана. А сейчас они все переходят на наши препараты. Все убирают иностранные, там у них иностранные были препараты. Они показали в разы хуже себя. Опять же, это импортозамещение получается? Это мощный импорт, не просто импортозамещение. Там была химия, здесь биология и плюс такие мощные эффекты. Я бы сказал, это вкусная наука. Да. Это вкусно, чтобы нашу вкусную науку действительно испытать, мы сейчас, я хочу, Лиза, вас отправить на новую площадку. Уважаемые гости, давайте пройдем. Для наших телезрителей это тоже будет такой сюрприз, потому что прямо сейчас, я так понимаю, мы сможем посмотреть, в чем разница. Лиза, передаю тебе слово. Да, мы здесь наблюдаем за 3 саженцами, верно? Да. Что они из себя представляют? Эти саженцы жимолости двухлетки. Опыты были проведены у нас в Ракаре, в Жуково, с отработкой нашей технологии, с применением наших препаратов, биопрепаратов на основе принятой технологии питомника. Это у нас импортное удобрение идет как контроль, естественно, и наши препараты – это кормильцы микориза, сухой формы и гранулированные. Ну, что мы видим? Для продажи и для выживаемости продукции, чтобы наши саженцы, чтобы они прижились 100%, с применением наших препаратов корневая система вырастает, чем импортный препарат, в 5-6 раз. Ну вот мы заметили, разницу между вариантами, корневой системы. Естественно, если у нас развивается корневая система, то у нас и приживаемость будет 100%. Наши растения не будут болеть. Это растения жимолости, они будут плодоносить. А плодоносить они будут, ягоды будут сладкими, вкусными, естественно, и будет пышный куст, так как у нас боковые побеги будут больше. Так как и по окрасу листьев мы видим то, что с применением кормильца микориза сухой и гранулированной форм, они более темные, зеленые, насыщенно зеленого цвета. А импортного препарата у нас более бледные, хиленькие растения, хоть и боковых побегов. По размеру, и по размеру меньше. Хотя мы, когда закладывали опыты, не выбирали это лучше, например, возьмем для кормильца, хуже возьмем для контроля. Такого не было. Мы закладывались только одинаковые черенки, однолетние. Вот. И получили такой колоссальный результат. Супер. Отличные результаты.
Удивили мы вас? Безусловно, на самом деле. А я что хочу спросить. Вот давно же известно, да, что препараты, ну, мы добавляем, соответственно, в растения и прочее. Но вот чем отличаются? Тем, что они максимально натуральные, наверное, да? Вот Не, к вам, одно к дело экспертам, максимально вопрос. натуральное, потом там вот микориза продикоры, которые мы единственные практически в России, которые это делают, а может и в мире даже, я не знаю. И у нас оказалось, что образуются вторые корни. Так. Вот мы видели, корневая система в 5-6 раз мощнее, чем это на импортном препарате. А импортный препарат в десятки раз дороже, чем наш препарат. То есть мы выиграем буквально чуть ли не в сотни раз, но наши потребители. Сейчас мы попросим наших Мы вернемся к вам. экспериментаторов пригласить обратно в студию. Спасибо большое. Вот это показательно, это сразу видно. Вот с точки зрения науки, да, вот можно вам задать вопрос, потому что вы ведь как непосредственно в этом разбираетесь, да? Что это дает дальше, да? То есть какой это диапазон может быть растений, вот чтобы понимать, куда можно использовать? Вот у нас, например, стоят растения туи. Также вот с применением импортного препарата, какая корневая система. Так. А туи у нас применяется в целях декора. Это как в ландшафт, как у нас. И очень хорошо применяется. Да, живая изгородь. Можно во всех, можно везде встретить тую. Но если у нас плохо развита корневая система, приживаемость не будет. Естественно, вот импортный препарат у нас плохо как бы нету. Мы видим, она такая да, это немножко уже как бы не стандарт, можно выкидывать это растение. Она уже не приживется. Это не приживется. А вот с применением кормилицы микориза это сухая форма. Какая мощная Корневая корневая Да. система плотная. Тут уже и доступно и питание, и влага. То есть наши растения, они будут как-то требуют мало ухода. Так. И дополнительного Неприхотливые, питания. можно Неприхотливые, да. Также А третий вариант? это у нас вот форма гранулированная. Также Разные смотрите, препаративные формы. да, вот смотрите, вот Колоссальная насколько разница. развивается корневая система. Если у нас корневая система есть, то и будет жить наше растение. Если нет корневой системы, естественно, не будет Ну, жить. конечно, должен быть крепкий фундамент, я правильно А знаю? я еще хочу продолжить, что тот же самый эффект получается на овощах. Вот здесь у нас помидоры лежат красивые, это не купленные, это наши, выращенные. Вот в прошлом году Это вот в этом сезоне? В или- этом сезоне, вот прямо сейчас. Вот. В прошлом году 16 тонн вырастили, в этом году не знаю, сколько получится, но тоже у нас теплицы есть, тоже с этими Я же говорю, биопрепаратами. вы наши самые вкусные Да, эксперты. с кормилицами коризы, с фитоспорином. И получается у них тоже у растения вот такая мощная корневая система. Поэтому эти помидоры на порядок вкуснее, чем магазин. Вот вы попробуйте и не оторветесь. Это те самые, которые у наших бабушек, прабабушек, вот, эти вкусы замечательные. Домашние. Поэтому это вот салат. Вот, Так. мы, кстати, питомник воды угощали нашими помидоровыми салатами. Они были потрясены вкусом, ну, в комплексе. То есть мы их обаяли по полной, как говорится. Мы отнеслись неформально. Они в восторге. Просто в восторге. И питерцы, и москвичи, и казанцы вообще с огромным удовольствием. Потому что крепкие традиции и крепкие, в общем-то, знания. Спасибо вам за это большое. Смотрите, еще очень важно, да, сейчас вот мы уже заявили в начале, что лучше бы ландшафтным дизайном и вообще вот заниматься таким декоративным осенью, да. Давайте посоветуем нашим садоводам, действительно, какие лучше приживутся. Ну, соответственно, опять же, мы можем и напомнить про препараты, какие, да, как ухаживать за нашими растениями. Естественно, сейчас у нас осень, это можно будет какие-то растения, какие-то саженцы можно высаживать. Можно какие-то кусты, цветы, многолетки можно делить. Естественно, когда мы пересаживаем растения, нужно и необходимо вносить кормилицу микоризу гранулированную. Это кладезь. Там содержится все нужное питание для растений, и наши растения, они приживутся. И спокойно можно уйти. А также от болезни нужно, сейчас пора таких туман, это пора мучнистой росы, фитофтора и все прочее. Туда нужно, необходимо для профилактики обрабатывать фитоспорином, а также медсодержащими препаратами, это биополимик медь. Так, я очень надеюсь, что это не на языке химиков. Я очень надеюсь, что садоводы все это понимают. Мы все понимаем, в том числе. Хорошо. Я хочу спросить, вот если вот объяснить, да, простыми, может быть, словами сейчас, вот осень, у нас достаточно такое лето, ну, не солнечное, да, то есть очень солнечное. дождливое.
вот чтобы уберечь свои растения, потому что, ну, во-первых, это стоит денег, во-вторых, это должно душу радовать. Вот, скажите, пожалуйста, как уберечь, как к зиме подготовиться, учитывая вот нынешние последствия, что действительно воды много в этом году? В этом году воды много, естественно, и развиваются болезни. А для того, чтобы защитить наши растения, это нужно начать с обработки семян и обработки почвы. И когда мы начинаем сажать, выращивать нашу рассаду, нужно обрабатывать семена это фитоспорином, а также гуми, либо барагумом. И таким образом мы и защищаем растения, и даем рост. Если есть также уже, как я говорила, уже как развита корневая система, так и у нас будут иммунитет хороший, и наши растения не будут болеть. Также раз в 2 недели нужно профилактические меры, это обработка фитоспорином. Если мы работаем фитоспорином, то мы защищаем свои растения от болезней, и у нас не будет проблем. Ну и, в общем-то, продлеваем радость в саду. Однозначно. Да. Я надеюсь, сейчас все садоводы, которые нас смотрели, записали эти очень полезные советы. Очень такие слова важные. Важные, сложные. Вот, поэтому действительно, чтобы ваш сад цвел и пах, чтобы радовал вас. А на самом деле слушайте всегда наших экспертов, потому что это люди-профессионалы. Я еще раз хочу представить, это Минслу Хасанова и Вячеслав Кузнецов были в нашей студии, постоянные эксперты.